Шоплопанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 38-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на группы Абаза Бызжа и Алашара на канале YouTube. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план. Сначала мы с вами освоим скороговорки, которые нам помогут освоить и отработать произношение звуков и После этого мы с вами познакомимся с правилами чтения и произношения этих звуков и отработаем произношение этих звуков в словах. Завершим наше занятие небольшим упражнением на переписывание. Так, давайте сразу приступим к сегодняшнему занятию. Давайте вспомним, как на абазинском языке скороговорки. Скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Давайте повторим еще раз. Аласфяраква. Звук х в слове аласфяраква мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Звук х мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша. Итак, первая скороговорка, она у нас призвана помочь нам с вами отработать произношение звука «к». Обратите внимание на то, как пишется звук «к». «К» – твердый знак. Пак алказ вак вакха абак язцат. Пак алказ вак вакха абак язцат. Перевод этой пословицы следующий. Пака – это имя девочки. Луказ – ее гусь. Вак-вакха – подражание звуку, который издает гусь. Абак – это хлев, коровник. Язцат – подошел к коровнику или хлеву. Гусь подошел к коровнику или хлеву. Итак, давайте вспомним, что звук «а» мы с вами запоминаем с помощью слова «тыква». Тыква на абазинском языке «каб», «каб». Так как в этой пословице, в этой скороговорке, извините, мы встречаем не только звук «к» из сложных абазинских звуков, а также звук «х» и звук «т». Давайте сразу воспользуемся этой возможностью и используем ее для того, чтобы потренировать себя и вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение звука «х». Звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «трава». «Хра», «х», «хра». А звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку и отработаем с вами произношение звука «к» еще раз. Пак алказ вак вакха абак язцат. Пак алказ вак вакха абак язцат. Молодцы. Следующая скороговорка у нас с вами призвана помочь нам всем отработать произношение звука «ы». Давайте сначала обратим внимание на то, как пишется звук «ы». К твердый знак В. К твердый знак В. То есть первый звук, который мы с вами сегодня изучили, это звук К, а звук Э это производный звук от звука К. То есть для того, чтобы правильно произнести звук Э, мы округляем губы, когда произносим звук К. То есть «к», чтобы произнести звук «к», вы не можете округлить губы, да, вы как бы их растягиваете. А звук «о», он образуется точно так же, как звук
как предыдущий звук «х», но только нужно округлить губы. Теперь давайте потренируемся, отработаем его произношение. Давайте вместе прочитаем то, что мы видим на экране. Если трудно читать, повторяйте за мной. Орман, айдан, аласра, тцат. Орман, айдан, аласра, тцат. Орман, айдан, аласра, тцат. Орман – это имя, айдан – это аул Гуайдан, аласра – это игра, то есть Орман направился в Гуайдан для того, чтобы поиграть в игру, в определенную игру, аласра. Итак, давайте с вами вспомним, что звук «о» мы с вами запоминаем с помощью слова «наседка». Наседка на абазинском языке «арт», «арт». Помимо звука «о» в этой скороговорке мы также видим звук «т», который пишется как «т-палочка». Давайте не будем пренебрегать этим звуком. Еще раз вспомним, что у нас есть слово подсказка «сова», с помощью которого мы запоминаем произношение звука «т». Сова на абазинском языке «т». Давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Орман, айдан, аласра, тцат. Орман, айдан, аласра, тцат. Молодцы. Хорошо отработали произношение этого звука. Теперь давайте двигаться к следующему звуку. Звук «к». Посмотрите, как пишется этот звук. К – твердый знак, мягкий знак. К – твердый знак. Мы знаем, что это обозначение звука «к». Да? То есть, что такое звук «к»? Это звук «к», который мы смягчаем. Да? «К». Давайте теперь прочитаем скороговорку. Акче, акчкка, акрыкат. Акче, акчкка, акрыкат. Акче, акчкка, акрыкат. Значит, перевод какой? На подушку надели наволочку. Смотрите, давайте теперь пройдемся по выделенным звукам в этой скороговорке. Звук «х», «х» твердый знак, мы с вами запоминаем с помощью слова «шапка». «Х» – «хлпа». Звук «к» мы с вами можем запомнить с помощью слова «болтун» или «болтушка» или «болтливый человек». На абазинском языке «кат-кат». Звук «т» мы с вами запоминаем, конечно, с помощью слова «сова», «т». Еще раз давайте прочитаем эту скороговорку. Акче, акчкка, акрыкат. Акче, акчкка, акрыкат. Молодцы. Теперь, когда мы с вами отработали произношение этих звуков, пришло время следующего этапа нашего сегодняшнего занятия – правила чтения. Правила чтения на абазинском языке ахарыфка рагабхаща. Ахарыфка рагабхаща. Еще раз давайте прочитаем. Ахарыфка рагабхаща. Звук х в слове ахарыфка мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук х мы запоминаем с помощью слова крыша. Х. Звук г мы запоминаем с помощью слова «весна». Агапн. И звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «золото». Хапщ. Х. Хапщ. Теперь давайте приступим к тому, чтобы попробуем отработать произношение сегодняшних звуков. Начнем со звука «к». Как произнести звук «к»? Мы отталкиваемся от произношения звука «к». «К» – это «к» твердый знак. Так как после у нас стоит мягкий знак, мы с вами понимаем, что нужно смягчить звук «к». И получается у нас звук «к». Слова, с помощью которых мы можем попрактиковать этот звук. Бацка – плетень. Кака – широкий. Ркара – оперировать. Бацка – плетень. Кака – широкий. Ркара – оперировать. Бацка – плетень. Кака – широкий. Ркара – оперировать.
Давайте вспомним, что звук мы с вами такая у нас есть подсказочка. Слово кят-кят, болтун, болтушка, да, так говорят про болтливого человека. Немножко негативный оттенок есть, конечно, в этом слове. Бацка – плетень, кара – широкий, ркара – оперировать. Следующий слайд. Значит, здесь мы с вами начинаем отрабатывать произношение звука К. Звук К пишется как К, твердый знак. Итак, приступим. Каз, каб, макам. Каз – гусь, каб – тыква, макам – мелодия. Каз – гусь, каб – тыква, макам – мелодия. Обратим внимание еще раз, что звук К пишется как К, твердый знак. Давайте вспомним. У нас есть слово подсказка, с помощью которого мы с вами запоминаем произношение этого звука. Конечно, это слово тыква. Тыква на абазинском языке. Каб. К, каб. Еще раз давайте прочитаем слова на слайде. Каз – гусь, каб – тыква, макам – мелодия. Следующая группа слов – кару – сила, краль – страна, барак – знамя. Кару – сила, краль – страна, барак – знамя. Кару – сила, краль – страна, барак – знамя. Еще раз напомним себе, что звук К мы запоминаем с помощью слова тыква, а тыква на абазинском языке каб, каб. Следующая группа слов для того, чтобы отработать произношение звука К. Акаль – разум, капще – красный. Акаль – разум, капще – красный. Акаль, капще. Акаль – разум, капще – красный. Давайте запишем эти слова и вообще будем стараться как можно чаще писать на родном языке, потому что письмо на родном языке, оно очень тесно связано с речью на родном языке. Чем легче вам будет, чем быстрее вы освоите свободное письмо на родном языке, да, тем легче у вас пойдет и речь. Итак, напомним себе, что звук К мы запоминаем с помощью слова тыква. К, каб. Теперь давайте с вами попробуем отработать звук О. Звук О пишется как К, твердый знак В, К, твердый знак В. Это звук О. Образуем мы его от звука К, округляя губы, когда произносим этот звук. О. Итак, тком – рот, обыз – гармонь, чрык – сапоги, од – фасоль. Тком – рот, обыз – гармонь, чрык – сапоги, од – фасоль. Тком – рот. Давайте запишем эти слова. И с каждым разом вам, конечно, легче будет привыкать к тому, что вы пишете на родном языке. Со временем это станет привычным, и ничего удивительного вы не будете видеть в этом. Тком – рот, обыз – гармонь, чрык – сапоги, од – фасоль. Давайте напомним себе, что звук О мы запоминаем с помощью слова наседка. Наседка на абазинском языке парт, парт. То есть, если нам с вами нужно будет где-то записать звук О в слове, да, в каком-то вот, предположим, мы сразу с вами вспомним, что звук О это как в слове кварт, кварт, то есть К твердый знак В, О кварт. Вот такая небольшая подсказка нам будет очень часто помогать и выручать нас. Следующая группа слов на звук О
Накъ низкий, ныкъора ходить, лякъом лепешка, жареная в масле. Ну, так коротко написала, что лепешка, думаю, мы все с вами знакомы с этим блюдом. Накъ низкий, ныкъора ходить, лякъом лепешка. Накъ низкий, ныкъора ходить, лякъом лепешка. Еще раз обратим внимание, что звук «ъ» пишется как «к», твердый знак «в». «ъ», «к», твердый знак «в». Да? Слово подсказка для этого слова, для этого звука, это слово наседка. Наседка на абазинском языке «арт». «Арт». «Бина», да? «Айдан», «арт», «од». То есть все эти слова помогут вам запомнить произношение этого звука. А если вы однажды запомнили произношение, то, вспомнив это слово, вам всегда будет гораздо легче вспомнить, как пишется эта буква. Еще раз давайте прочитаем. Накъ низкий, ныкъора ходить, лякъом лепешка. Очень хорошо. Теперь, когда мы с вами отработали произношение сегодняшних звуков, давайте перейдем к завершающей части нашего сегодняшнего занятия. Это переписывание. Переписывание. Как переписывание на абазинском языке? Акъвелгара. 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 Звук «х» в слове «акъвелгара» мы запоминаем с помощью слова «шапка». Кхылпа. Кхылпа. Звук «г» мы запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «Вяра». И звук «г» мы запоминаем с помощью слова «весна». «Гапн». «Гапн». Приступим. Марьяти Мадини Амчаша Ачан Еджджат Афатар Алдергат. Марьяти Мадини Амчаша Ачан Еджджат Афатар Алдергат. Марьят и Мадина в воскресенье днем постирали, сделали уборку в квартире. Итак, Марьяти Мадини Амчаша Ачан Еджджат Афатар Алдергат. Давайте с вами разберем выделенные буквы. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв, произношение этих звуков. Итак, звук «ч», который мы видим, пишется как «тш». Мы с вами запоминаем с помощью слова «лошадь». «Ш». Звук «дж», посмотрите, это непростой звук. Давайте обратим на него дополнительное внимание. Звук «дж» пишется как «д», «ж», «в». «Дж». Запоминаем с помощью слова «стиральная машина». «Джджага», «джджага». Звук «т» запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». «Т». Итак, теперь когда мы с вами разобрались и вспомнили, как произносятся выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем это предложение и попробуем отработать произношение всех выделенных букв. Марьяти Мадини Амчаша Ачан Еджджат Афатар Алдергат. Марьяти Мадини Амчаша Ачан Еджджат Афатар Алдергат. Очень хорошо. Следующее предложение. Аткванква ярыкушат карархуат. Аткванква ярыкушат карархуат. Аткванква ярыкушат карархуат. Прошлись по магазинам и кое-что купили. Давайте разберем выделенные буквы. Звук «к» в слове «аткванква» – магазины. Да? Встречается нам в этом слове два раза звук «к». Обратим внимание на то, что пишется звук «к» как «к», «в». «К», «в». Да?
вспомним, что запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова крыша. К. Крыша. К. Звук Г. Вот посмотрите, слово ярыкшат. Мы видим звук Г. Также мы видим звук Г в слове ерхат. Звук Г пишется как Г-палочка, и запоминаем мы его произношение с помощью слова весна. Весна на абазинском языке апн. Апн. Дальше в слове ярыкшат мы видим звук К. Посмотрите, тоже не самый простой звук. Давайте обратим на него дополнительное внимание. Постараемся запомнить его. Звук К пишется как К, палочка, В. К, палочка, В. К. Запоминаем мы произношение этого слова с помощью слова комжи. Комжи. Комжи – это национальная мужская абазинская одежда. Обратим внимание на само слово комжи. Да? В нем мы также встречаем звук Ж. Ж, В. Звук Ж. Двигаемся теперь дальше. В слове ярыкшат мы видим звук Т на конце. Также мы видим звук Т в слове рхуат. Т, да? Пишется как Т-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. В слове кара мы видим звук К. Обратите внимание, как пишется звук К, как К-палочка. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. К, карма. В слове рхуат мы разобрали уже все выделенные звуки, кроме звука Х. Обратите внимание на то, как пишется этот звук. Как пишется этот звук Х, В, да? Состоит из двух согласных. Х, В. Произносится как Х. Х. Запоминаем произношение этого звука с помощью слова червь. Хуа. Х, хуа. Итак, теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные звуки, разобрали, как они произносятся, обратили внимание на то, как они пишутся, давайте теперь с этим знанием прочитаем предложение, попробуем произнести все звуки правильно. Аткуан кайарыкшат, карархуат. Аткуан кайарыкшат, карархуат. Молодцы, очень хорошо. И вот последнее предложение на сегодняшнем занятии. Уадарвяна инанукаанукат. Уадарвяна инанукаанукат. После они прогулялись. Уадарвяна инанукаанукат. Давайте разберем выделенные звуки. Звук Г, обратим внимание на него. Пишется он как Г, палочка, В. Да? Не такой уж простой звук, поэтому давайте будем внимательны. Мы его запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Это гнездо на абазинском языке. Инанукаанукат. Звук Q. Обратим внимание на звук Q. Пишется он как К, твердый знак В. Q. Мы с вами сегодня проходили этот звук Q. Мы с вами помним, да, из сегодняшнего занятия, что звук Q, чтобы его правильно произнести, мы вспоминаем, как мы произносим звук К. И при произношении звука К стараемся округлять губы. И так вот получаем звук О. О. Теперь давайте попробуем вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука О. Это слово наседка. Наседка на абазинском языке кварт. Кварт. Звук О также можно запомнить с помощью слов код, фасоль, кубина, кайдан, да? И, наконец, звук Т, который мы видим в конце предложения, мы запоминаем... звук Г. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна, гапн, гапн. И звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Сова на абазинском языке. Т. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Уадарвяна инанукаанукат. Уадарвяна инанукаанукат.
После они прогулялись. Очень хорошо. Мы с вами сегодня замечательно потрудились на сегодняшнем занятии. Думаю, вполне плодотворно прошло наше сегодняшнее занятие. И прежде чем попрощаться с вами, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Часарасхуд.